Новые тенденции, которые у нас появились в плане, ну я назову, наверное, это определенного психологического давления и даже пыток. Итак, раньше, если из следственного изолятора, из тюрьмы для проведения каких-то там следственных мероприятий арестованных перевозили конвоиры полиции, там, Федеральной службы исполнения наказания. Сейчас, последнюю, например, пятерку арестованных в Симферополе, их перевозят спецназ ФСБ. Я не знаю, как он там правильно называется. Я знаю, что это спецподразделение, которое именно подчиняется Федеральной службе безопасности. Итак, то, что мне рассказывал Тимур, я 2 раза уже зафиксировал это, и есть у меня письменное заявление Тимура. Первое, значит, их как грузят. Их именно грузят, то есть их не как бревна, скажем так. Одевают шапку на голову, кому-то, я слышал, даже пакет одевали, руки за спину в наручниках, лицом вниз в автобус и под сиденье запихивают. Вот, везут так, могут ударить, пнуть и так далее, и так далее. Вот их довозят до места, до ФСБ, значит, потом они берут за ногу этого человека и выволакивают его. Выволокли, поставили его на ноги, и пока до следователя он идет, они могут его пинать, пока он дойдет до следователя. Теперь, когда я последний раз сидел у следователя, я спиной к двери сидел, я услышал, как открылась дверь, я когда повернулся, я увидел, что Тимур стоит чуть ли не на шпагате, у него шапка вот так вот на все лицо, и он чуть ли не на шпагате, руки вот так сзади, в наручниках, они открыли дверь, потом его со шпагата поставили, загнули, как вот смертника водят. И так завели к следователю. Я возмутился, и Тимур об этом сказал тоже. Он сказал, это я вам говорил уже, что неприемлемо так меня возить, зачем они это делают. Вот и я тоже возмутился, на что следователь ответил, что он никакого отношения не имеет к этому спецподразделению. Ну вот так они возят, значит, так положено и так далее. Следователь сказал, ты там резко не вставай со стула, а то сейчас вот ребята такие у нас шустрые, могут и типа там расценивайте как хотите. Но я расцениваю это как психологическое давление по-любому, вот, и их содержание в СИЗО в таких ужасных условиях, и вот такие перевозки, вот, это все определенное давление, да, на людей с целью, там, чтобы они признали, чтобы быстрее на все плюнули, лишь бы оттуда убежать, выйти и так далее. Большинство сейчас тех, в отношении которых проводят уголовное преследование, это крымские татары и крымские мусульмане. Вот. Надо сказать, что даже если мы допустим, что среди арестованных мусульман есть члены партии Хизбут Тахрир, мы за несколько лет своей работы не нашли ни одного доказательства, что эта партия занималась какой-то террористической деятельностью. Вся проблема в решении суда Верховного 2003 года о России, которая признала эту партию террористической. В России она не была, в Украине она не была запрещена. Как пришла Россия, то есть пользуясь вот этим решением, начались такие, так скажем, массовые аресты. Эти мусульмане, помимо книг, в их домах ничего не находят. У крымских татар, помимо литературы, книг и каких-то там видео, фильмов о истории крымско-татарского народа, об исламе, никто никогда не находил. И, я думаю, не найдет. Мы очень миролюбивый народ. Мусульмане Крыма десятилетиями жили здесь в абсолютном мире с другими конфессиями и национальностями. А вот за год на крымско-татарский народ успели навешать кучу ярлыков, начиная с экстремистов и заканчивая террористами.